Канал Юрган, Сыктывкар. Жители Коми пока не торопятся устанавливать общедомовые приборы учета. Оснащенность счетчиками холодной воды в республике 43%, электроснабжение 29%, а отопление еще меньше, всего 19%. Между тем, многие жалуются на существенную возросшую квартплату, ошибочно полагая, что всему причина рост тарифов с Нового года. Специалисты поясняют, на самом деле ни один из тарифов по сравнению с декабрем 2012-го не изменился. Правительство России поменяло порядок расчета платы. Появились так называемые общедомовые услуги. Повышение ощутили жильцы тех домов, где пока нет общедомовых приборов учета. Все потому, что плата для них рассчитывается по увеличенным нормативам. Их величина как раз и направлена на то, чтобы стимулировать граждан к установке счетчиков. Репортаж Любови Лапиной. Судя по федеральному закону об энергосбережении, многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными приборами учета. Причем до 1 июля прошлого года эта обязанность была возложена на самих жильцов. После этой даты обязанность по оприбориванию перешла на ресурсоснабжающие организации, водоканалы, тепловые и энергетические компании. Для них поставлен уже другой срок – до 1 июля этого года. Впрочем, специалисты все же рекомендуют жильцам не дожидаться этого момента и инициировать установку счетчиков самим. Во-первых, как я уже сказал, не во всех домах будут установлены обязательно приборы учета, а только в тех, которые подлежат по закону обязательному оприбориванию. Вторая причина. Если ресурсоснабжающая организация не может установить прибор учета в дом, то есть отсутствует техническая возможность, для этого, допустим, требуется реконструкция инженерных систем дома, то опять же потребуется решение общего собрания. И третья причина, если ресурсоснабжающая организация все-таки установит прибор учета в дом, то, что тут самое главное, на что я хотел бы обратить внимание, жильцы уже просто не смогут выбрать оптимальный для себя по цене и по качеству прибор учета, а им придется оплатить именно то, что установят им насильно. Цена на счетчики зависит от многих факторов. Это и производительность, и срок гарантии, и возможность дальнейшего обслуживания. Учитывать стоит и мощность, на которую рассчитан прибор. Так, одни оптимальны для небольших жилых строений, другие для высоток. От того, насколько правильно сделан выбор, будет зависеть и дальнейшая экономия. Конечно, самые дорогие – тепловые счетчики. К тому же в некоторых домах, чтобы их установить, понадобится одновременно реконструировать и тепловые узлы. Траты будут выше, но и эффект не заставит себя долго ждать. Экономия будет уже с 1 года его использования. Впрочем, принять решение об установке приборов можно только общим собранием жильцов. В многоквартирных домах гражданам обязательно надо обратиться в свою управляющую компанию, либо в ТСЖ для установки индивидуальных приборов учета. Ну и для установки общедомового прибора учета то же самое. Надо обратиться в свою управляющую компанию, либо в ТСЖ. Они эти работы выполнят, они занимаются работами на внутридомовых сетях, но, в принципе, они вправе все обратиться в ресурсоснабжающую организацию соответствующую, и ресурсоснабжающая организация не вправе им отказать в выполнении этих работ. При этом собственник должен заключить с ресурсоснабжающей организацией договор на выполнение возмездных услуг. В свою очередь, компания обязана по закону предоставить рассрочку на 5 лет под проценты не выше ставки Центробанка. Вот почему специалисты все чаще рекомендуют не выжидать, а уже сейчас принимать решения. Только в этом случае плата за так называемые общедомовые нужды будет справедливой и объективной. Любовь Лапина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.